Жительница города Мирный Мирабелла Поднебесова – многодетная мама, чьи руки творят настоящие чудеса. С самого детства рукоделие было для Мирабеллы не просто хобби, а способом выразить свою любовь к родной земле. Ее футболки и свитшоты, пропитанные якутским колоритом, не просто одежда – это истории, рассказанные нитками и красками. Я родом из Сунтарского улуса, села Кемпиндяй. И когда закончила Вилюйский педагогический колледж, приехала сюда работать в музее акционерной компании «Алроса». И с 2007 года по 2019, по-моему, работала в музее. Мы многодетная семья Поднебесовых, муж работает тоже в компании. У нас 4 детей, 2 старших, которые учатся в школе, и двойняшки у нас родились в 2020 году. Рукоделием я занимаюсь с детства. Шью, вяжу. Так как у меня много детей, я в основном делаю для детей. Сначала я шила им одежду, игрушки. Каждый год Мирабелла дарит сказку своим детям, создавая для них неповторимые маскарадные костюмы. Близнецы и другие ребята с восторгом примеряют образы, ожившие благодаря ее фантазии и мастерству. Детям каждый год, на Новый год всегда шью сама маскарадные костюмы, никогда не покупала. Самое первое изделие, которое я шила, это была игрушка. Сестра моя родная ходила на кружок рукоделия. Помню, я тогда училась, не помню, начальные классы были. Она по выкройке шила, у нее не получилось, а я взяла и шила и сделала игрушку. И вот так у меня, вот такая история у меня есть. Вдохновение для своего творчества я беру, конечно же, мои дети, да, для них все делаю. Все, что меня окружает, это и вдохновляет. И, конечно же, работы других мастеров тоже смотрю, что-то свое добавляю. Елочные игрушки из ваты, созданные руками Мирабеллы, словно переносят нас в волшебный мир детства, напоминая о теплоте семейных традиций. Руки Мирабеллы – это инструмент, создающий волшебство. Каждое движение оточено годами практики, каждый стежок наполнен любовью и уважением к традициям. Она не просто создает вещи, она вкладывает в них частичку своей души, делая их уникальными и неповторимыми. С 2016 года я начала делать ватные игрушки. Первая моя работа – вот эта белочка, так как моя дочка в этот год наряжалась белочкой. Сделала я из медицинской ваты, из клея ПВА. Потом сделала вот такого мальчика. Так получилась такая пара, как раз дочка и сын. И каждый год я начала делать игрушки. Не просто так, да, а тех, в котором наряжались мои дети. Вот в каком-то году сын у меня был гномиком, дочка была космонавтом. Есть еще и Гарри Поттер, в котором наряжалась моя дочка. И символы года у меня есть: собачка, лошадка. Есть и обычные фигурки: крендель, сушки, мухоморы. По моей елке видно, да, что я обожаю ретро-тему. И в этом году у меня такой проект был на маркете. Я специально делала такие свечки в виде ретро-елочных игрушек. Такую идею я увидела в социальных сетях.
купила специально мастер-класс и сделала такие свечи с стеклянным эффектом. Людям понравилось? Людям очень понравилось, все раскупили, даже и сейчас спрашивают, есть ли такие свечи. Вот такая коробочка, да, на тему ретро-игрушек. Каждый год я девочкам устраиваю фотосессии на день рождения, тематические. И в прошлом году как раз была тема цирка, и в честь него я сделала коллекцию цирковую. Девочек сделала в виде медвежат цирковых. И вот барабаны, цилиндрические шляпа с кроликом и полосатые вот такие игрушки. Это адвент-календарь, календарь ожидания Нового года. Наверное, все знают, да? С 1 декабря делают обратный отсчет ожидания Нового года. И каждый год я своим детям делала такой календарь. И вот позапрошлом году решила сделать уже основательно, чтобы вот этот календарь передавался из поколения в поколение. Сделала кармашки из льняного материала и вручную все вышила. Есть тут и тамбурный шов, гладью и различные техники другие. Тут в кармашке кладутся задания или презентики какие-нибудь мелкие, конфетки. Недавно Мирабелла открыла для себя удивительный мир техники поп-ап. Ее открытки, словно маленькие книжки, панорамы, оживают прямо в руках, рассказывая свои истории. И теперь у мастерицы появилась заветная мечта создать собственную книгу сказок в стиле поп-ап, чтобы делиться волшебством со всеми, кто верит в чудеса. В 2020 году, когда у меня вот двойняшки родились, я решила научиться бумажной инженерии. Как раз в интернете увидела объявление, курс поп-ап искусству, записалась и училась 3 месяца. Девочкам было вообще несколько месяцев, и я по московскому времени вот так училась. Так как у меня с детства есть мечта когда-нибудь издать свою книгу. И вот в 2020 году я отучилась. Могу, да, показать? Там я научилась различным механизмам, объемные и вот плоскостные механизмы. Прям в онлайн режиме делали. Вот так. Вот это основные конструкции, по которым можно сделать различные, всякие разные конструкции. Такие. Мы все это делали во время уроков, и в конце у нас получились такие справочники. Такие. Так, и в конце этого обучения у нас были дипломные работы. С девочками делали цифры. У меня попала цифра 7. И у меня пришла... Это с чем ассоциируется, да, это 7. У нас у якутов есть, да, в мифах и легендах, ну не в мифах, а в сказаниях, да, 7 кыргыттар, то есть 7 девушек-стерхов. И вот как раз я сделала 7. Вот так получается 7, да? И вот стерхи
7 стерхов летают. Второй проект по объемным открыткам у нас был по алфавиту. У меня попалась буква Г. И выбрала слово геометрия и сделала такую открытку. Открытку? Потом, вот перед Новым годом воспитательница моей дочки попросила сделать книжку со сказкой собственного сочинительства на экологическую тему. И вот как раз на новогодних каникулах мы сделали объемную книжку в этой технике поп-ап. И книжку надо было сдать, и поэтому я решила сохранить видеоролики, записала и выложила в социальные сети. Людям очень понравилось. Даже предлагали издать такую книгу. Высоко-высоко в небе, в пушистом облаке жила крошечная снежинка по имени Кюлемко. У нее было 6 тонких лучиков, похожих на узоры, которые бабушки вышивают на праздничных рукавицах. Больше всего Кюлемко любила танцевать. Когда она кружилась, слышалось тихое «чис-чис-чис», как звенит чистый лед. Однажды северный ветер сказал: «Пора, Кюлемко, земля засыпает и ждет твоего белого одеяла. Лети и укрась мир». Но чем ближе она была к большому городу, тем труднее ей стало дышать. Вдруг ей преградило путь лохматое облако. Оно было не белым, а грязно-серым. «Ты кто?» — испуганно спросила Кюлемко. «Я серый дым», — проворчало облако. «Я вылетаю из старых труб и машин, которые не любят чиниться. Я все вокруг делаю тусклым». Дым дотронулся до Кюлемко, ее серебряные лучики тут же потемнели, и она перестала сиять. Ей стало грустно, и она начала таять прямо в воздухе, превращаясь в грязную капельку. Но в это время внизу в детском саду «Березка» гуляли девочки. Двойняшки Мия и Сияна со своей группой «Солнышко». Они увидели, что снег падает не белый, а серый. «Ой!» — сказала Мия, — «снежинкам больно, воздух слишком запылился». Дети закричали: «Ветер, ветер, помоги, прогони серый дым». Северный ветер услышал детей, он надул щеки и дунул: «Ху-ху!» Серый дым улетел, а чистый воздух из леса наполнил город. Кюлемко почувствовала, как ей снова стало легко. Она стряхнула с себя серую пыль, расправила свои лучики и засияла ярче прежнего. Она плавно опустилась прямо на варежку Мии. «Смотрите!» — закричала Мия. «Она настоящая, чистая! Она говорит нам «Махтал!»» Воспитательница Октябрина Викторовна знала секрет. Чтобы воздуху было легче, нужно сажать деревья и следить за чистотой. «Ребята, давайте посадим у нас во дворе деревья и кусты», предложила детям Октябрина Викторовна. «Ведь они работают как живые фильтры, ловят пыль своими иголками и листьями, делают воздух чистым и свежим». Весной детишки группы «Солнышко» так и сделали. Посадили с воспитательницей вдоль забора маленькие елочки, лиственницы и березы.
«Ну вот, ребята, — сказала Октябрина Викторовна, — не будут бояться снежинки нашего города. Зимой к нам снова прилетит Кюлемко с другими снежинками и укроет землю белоснежным одеялом. Весной они растают и превратятся в прозрачную воду. Эта вода напоит наши елочки и березы, которые мы посадили, а потом снова поднимутся в небо, чтобы в следующей зимой вернуться к нам еще более красивыми снежинками. Если мы бережем воздух, природа всегда останется сказочно красивой». Так маленькие дети сделали большое и доброе дело. С тех пор Кюлемко каждую зиму прилетает первой, чтобы сиять серебром. На варежках Мии и Сияны природа улыбается им в ответ, ведь теперь у нее есть надежные защитники — ребята из детского сада «Березка». Мирабелла не просто талантливый мастер, но и активный участник городской жизни. Ее работы можно увидеть на ярмарках, где она с удовольствием делится своим опытом с другими рукодельницами. Она верит, что творчество способно объединять людей, дарить радость и вдохновлять на новые свершения. Только занимаюсь бумажной инженерией, но и, как любой творческий человек, пробую все. Я очень люблю делать вещи из старых вещей, что-то новое. И вот в каком-то году на фестивале дочке сделала футболку из старых футболок, новую футболку с якутскими колоритом, на якутскую тему. И с аппликацией. И вот эта футболка тоже всем очень понравилась, и я решила сделать на заказ. Заказов было очень много, я не успевала, и поэтому сняла онлайн мастер-класс и стала обучать других девушек. Ну и живые онлайн мастер-классы тоже провожу. Футболки мои стали так популярны. Онлайн-курсы покупали даже из Китая, девочки-якутки, покупали, которые живут за границей, тоже покупали, и даже с Казахстана покупали. Снимали телевидение, и вот дала даже интервью в журнале. У меня... Так как у меня двойняшки, я всегда шью по две, Приходится шить по две. Эти свитшоты я шила также на фестиваль, якутский фестиваль, который у нас проводит раз в год, День Республики. Лошадок сделала аппликацию и надпись «Хат-хат». Потом как раз вот лошадка, получается, году лошади, делала несколько мастер-классов живых. Всем очень понравилась эта идея с этим салама, с имитацией конского волоса, Вот это аппликация с Кёгэр Ою, с росписью акриловыми фломастерами. На заказ тоже шью с индивидуальными рисунками по заказу клиента. Это может быть и фотографии, какие-то мечты, желания, воспоминания детские, с каким-то местом связанные. Даже бывало, что по метафорическим картам я делала. Сколько фантазия позволяет, так и заказывает. Из всего творчества, конечно же, люблю делать детские вещи, потому что у меня много детей, наверное. Что-то необычное, то, что нету нигде. Люблю что-то новое. Конечно, времени на это не хватает. Если бы было время, я бы еще больше сделала.
но в основном, когда они ходят в детский сад или спят, да, когда есть свободное время. Но свободного времени совсем мало. Поэтому дети рядом играют, я сижу и шью. У меня 4 детей. Старшая дочка Ильяна, ей 15 лет. Потом идет у меня Мичиль, он у нас единственный сын. Ему 13 лет. И потом с большим отрывом я родила двойняшек, им 5 лет. Они ходят в садик. Когда родились двойняшки, было сложно. С мужем ночью как-то справлялись, вели даже дневник, кто когда покушал. Там каждые 2 часа записывали. В одной строке у меня Мия, в одной строке Сияна, во сколько-то там покушала, во сколько там пописала, да. Если не записывали, то получалось так, что один ребенок 2 раза покушал. Такие истории тоже бывали у нас. Все удивляются, да, моему имени, Мирабелла. А сестру зовут Мария, поэтому, получается, когда только я родилась, начали показывать польскую сказку Мария Мирабелла. И вот так решили назвать меня сказочно родители. Сначала хотели Акулина, так как старшую зовут Дария, Мария и Акулина. Я благодарна, что как раз начали показывать эту сказку. Потом девичья у меня фамилия Иванова, потом по мужу стала Поднебесова. И так получилось необычное сочетание Поднебесова и Мирабелла. Как я говорила, мечтаю об издании детской книжки со своей иллюстрацией. И, конечно же, для любого творческого человека это, наверное, мастерская, где можно проводить онлайн живые мастер-классы, встречи. Мирабелла Поднебесова – яркий пример того, как любовь к своему делу, творчество и вера в чудеса способны преобразить жизнь и подарить радость окружающим. Ее работы – это не просто изделия ручной работы, а настоящее произведение искусства, пронизанные духом Якутии и теплом семейного очага. И кто знает, может быть, в скором будущем мы увидим ее книгу сказок в стиле поп-ап, которая покорит сердца читателей по всему миру.